Смотрите сегодня в выпуске. В Крыму освободили Беляла Адилова. Но следствие еще не закончилось, оно только начинается. Меджлис подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Сила. Другого ничего Россия не понимает. В Киеве открыли новый офис прокуратуры Крима. Ми маємо 31 обвинувальний акт щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Добрый вечер. 31 марта, 1128 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. В Крыму освободили Беляла Адилова. Киевский районный суд оккупированного Симферополя принял решение отпустить активиста. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста отклонили, но уголовное дело все же открыли. В среду у здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Беляла Адилова. Позже выяснилось, что это были ФСБшники. Адилова обвиняют в применении силы в отношении представителя власти или его родственников. Но следствие еще не закончилось, оно только начинается по данному уголовному делу. И мы, как законопослушные граждане, будем являться по первому требованию следователя. Меджлис подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Она связана с запретом российскими властями деятельности Меджлиса и включением его в список экстремистских организаций. В представительном органе крымских татар считают, что эти действия нарушают статью 11 о свободе собраний и объединений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также заявители отметили, что членов Меджлиса преследуют в связи с их политической позицией. В прошлом году, в апреле, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова и России. Все документы в Гааге. Мы абсолютно уверены в том, что решение будет позитивным. Какое бы ни было бы решение, Россия его выполнять уже заранее не намерена. Сила. Другого ничего Россия не понимает. Речь не идет о войне. Речь идет о углублении экономических санкций, в первую очередь. Это введение эмбарго на энергоносители России. Международное сообщество должно запретить всем странам покупать нефть и газ России. Вернуть полуостров – это наша общая задача. Такое заявление сделали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Они приняли участие в открытии нового офиса прокуратуры Крыма в Киеве. Сюжет об этом пока готовится к эфиру. Мы переходим к другим темам. Муфтият, созданный в прошлом году в Киеве, не могут зарегистрировать в Украине. Министерство культуры отказывается включить его в реестр религиозных организаций. Духовное управление мусульман Крыма перешло на сторону оккупантов и официально стало российским. Оно до сих пор числится в украинском реестре. В ситуации разбирались журналисты «Заман». Духовное управление мусульман Крыма объединяет большинство мусульманских общин полуострова. Так было до аннексии Крыма Россией. Почти год муфтий Эмирали Аблаев балансировал между Меджлисом и оккупантами, но в 2015-м окончательно перешел на сторону Москвы. Официально крымский муфтият перерегистрировался как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя по российскому законодательству. В прошлом году Совет улемов решил создать независимый муфтият на материке. Есть определенные бюрократические процедуры в стране, которые никто не отменял. Эти бюрократические процедуры должны пройти в рамках законодательного поля Украины. Муфтият будет зарегистрирован, существует уже Совет алемов, те люди, которые должны заниматься исламом, те люди, которые должны заниматься хаджем, в том числе те люди, которые будут заниматься уммой мусульманской, которая есть во всей Украине, в том числе и Крым, это тоже часть Украины. Эти люди будут этим заниматься, я надеюсь. Они те люди, которые сейчас легли под российского агрессора. Избранный на материке муфти мусульман Крыма Айдер Рустамов считает, что перерегистрация – это лишь вопрос времени. Крымский думк с момента сотрудничества с Россией, по его мнению, потерял моральное право представлять интересы мусульман Крыма. Мы работаем, то есть фактически мы уже существуем. А юридическая регистрация – это все естественные процессы. Там был ряд замечаний, которые мы сейчас будем устранять.
Когда встал вопрос официальной регистрации нового муфтията на материке, оказалось, что Российско-Крымский ДУМК и его руководители до сих пор на бумаге представляют крымских мусульман в Украине. В украинском правовом поле она как бы не приостановила свою деятельность. Мы считаем, что Крым – это Украина, и, следовательно, в нашем украинском правовом поле все эти организации действуют. Приостановить это нужно видеть устав этой организации, в соответствии, приостанавливается действие в соответствии с уставом. Это кто-то должен обратиться, кто-то должен, так сказать, подать заявление, что вот она действительно не действует. И опять же, это должен решать суд. Это очень долгая процедура. Одновременно в госреестре не может быть двух организаций с одним названием, говорят в Минкультуры. Отменить регистрацию пророссийского ДУМКа можно через суд или по инициативе Эмирали Аблаева, который считает себя муфтием мусульман Крыма. Мы обратились за комментарием к его представителям. Заместитель Айдер Исмаилов на наше сообщение в соцсетях не ответил. Представитель пресс-центра СМС прочитала, но проигнорировала. Крымские татары, восстанавливающие мусульманские общины на материке, настаивают. Название муфтията должно оставаться таким же, как было в Крыму, чтобы ни у кого не было сомнений в существовании единой общины. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Эльдар Трахташ. Заман. АТР. Сюжет об открытии нового офиса прокуратуры Крыма в Киеве готов к эфиру. В холле здания карта Украины, в коридоре картины с крымским пейзажем, в кабинете два флага – желто-голубой и крымский. На стенде фотография оккупационной власти полуострова. На открытие офиса Крымской прокуратуры пришел генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. 31, то, что я говорил, что это касается депутатов. По 78 человекам. Уже в суде 31? 31 в суде, да. А сколько их всего? Их всего было 78 депутатов. Луценко отметил, главная цель Крымской прокуратуры – деоккупация полуострова. А для тех, кто способствовал аннексии Крыма, надзорное ведомство подготовит наказание. Ми здійснюємо розслідування усіх депутатів, близько 100. На цей момент 31 обвинувальний акт пішов в суд. Ще 10 суд нам дозволив розпочати заочне розслідування, тобто ближчим часом, і вони отримують обвинувальні документи. Працівник силового органу автоматично підпадає під статтю державної зради, якщо він одягнув форму російських окупаційної держави. Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев отметил необходимость расследования преступлений российского режима в Крыму. Призвал не забывать о том, что исчезновение и преследование крымских татар и проукраинских активистов продолжаются. Оккупация произошла не только военной силой Российской Федерации, там была в течение многих лет происходила мощная инфильтрация российской разведки. То есть задача прокуратуры будет заключаться в том, чтобы всех этих людей вывести наружу, а потом после деоккупации, видимо, будет речь идти о конкретном наказании этих преступников. Но сейчас, даже вынося обвинения против этих людей, у нас появится возможность передавать дела эти в Интерпол и, по крайней мере, ограничивать их передвижение. В прокуратуре Крыма напомнили, Украина готовит документы в Гаагский суд, чтобы расследовать преступления, совершенные оккупантами в Крыму. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Знедолені, нездоланні. Сборник историй о переселенцах из Донбасса и оккупированного Крыма презентовали в Киеве. Это рассказы людей, которые вынуждены были покинуть свой дом и начать новую жизнь. Книгу представил Институт демократии имени Пилипа Орлика. Сборник о переселенцах включает 16 очерков. Среди них история Лиране Хайбулаевой. Сложно представить, что пережила эта хрупкая женщина. В 2016-м с одним чемоданом она приехала в Киев и сразу начала работать. Открыла собственную чебуречную на Оболоні. Люди приходили, мабуть, кожного разу не тільки за чебуреком, а вони мені так одразу казали, що тут у вас Кримом пахне. І приходили, не знаю, прочитати з мене файли якісь, так, що підзарядитися. І я якось хотіла все ж таки в них закласти, що окупація Криму, деокупація Криму станеться. Крим – це Україна. І ми обов'язково повернемося. Как оказалось, переезд из Крыма – не последняя проблема переселенки. Чебуречная перестала приносить доход. Лиране радовала украинцев жареным тестом с мясом немного больше полугода.
там началось строительство очень большого торгового центра, и трафики людей изменились, а в бизнесе с фастфудом трафик людей, когда ты стоишь уже в 50 метрах от массового потока людей, уже бизнес, выручка падает на 15-30%, а это ощутимо для малого бизнеса. Истории в основном писали сами переселенцы. Автор очерка Али Райне говорит, что решила принять участие в написании этого издания, чтобы история крымско-татарских переселенців не осталась без внимания. Нарис я чітко для себе розуміла, що це буде історія кримсько-татарського переселенця. Через життєвий шлях Алі Райне я хотіла показати, в якому скрутному становищі нині знаходяться кримські татари. Чомусь так склалося, що за історію свого існування кримські татари щоразу стикаються з якимось неймовірними складнощами, так само, як і зараз. А Алі Райне – це живий доказ того, що кримські татари, попри все, вони не забувають, якого вони роду, вони не забувають, де їхня батьківщина, і вони завжди знають, де вони будуть, врешті-решт, жити і процвітати. Это уже второй сборник истории о переселенцах, который разрушает миф об отверженных и обиженных. 1–1,5% матеріалів присвячено проблемам переселенців. І коли ми говоримо, що таких матеріалів мало, то ми маємо на увазі і те, що якщо ці матеріали і є, то вони, на жаль, здебільшого інформаційні, немає таких глибоких аналітичних матеріалів, немає глибоких проблемних матеріалів, також відсутні журналістські розслідування. Более 30 историй переселенцев уже доступны украинскому читателю в 2 изданиях. Инициаторы планируют выпуск следующего альманаха. Елизавета Цареградская, Эдем Иминов, Заман, АТР. Отечественный транспортник Ан-132Д совершил первый успешный полет. Это первый самолет, изготовленный без российских комплектующих. Он предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах и будет работать в Саудовской Аравии. С ней заключен договор на совместное производство серии этих самолетов. Разгон, разворот и обратно. Демонстрационный Ан-132Д проверяет ходовую и только потом взлетает. Новый украинский транспортник уходит в небо в сопровождении Ан-178. Из аэропорта Святошино 132-й отправился на аэродром Гостомель. Вместо запланированных 30 минут провел в воздухе почти 2 часа. Ни дождь, ни ветер не стали помехой успешному приземлению. Трудности были, но мы с ними справились. На земле пилотов встречал президент. Другою батьківщиною нашого новонародженого літака стане Саудівська Аравія. Це королівство, яке зможе спільно з нами побудувати свою будівну промисловість. І цей літак символізує міцну основу україно-саудівської дружби та партнерства. Это первый самолет, изготовленный без российских комплектующих. Он предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах, может развивать крейсерскую скорость до 500 км в час, может перевозить более 9 тонн самых разнообразных грузов. Этот самолет обладает большим запасом мощности и хорошей механизацией крыла. Он предназначен для выполнения специальных полетов в условиях жары и высокогорья. Вместе с украинским экипажем новый самолет испытал и пилот Саудовской Аравии. Полетом остался доволен. Самолет вел себя прекрасно. У меня уже есть опыт пилотирования военно-транспортных самолетов. Это был первый небольшой полет. Мы испытывали аэродинамику. В последующем и дальше отработаем другие. В феврале Украина заключила договор с Саудовской Аравией на производство 80 таких самолетов. Собирать их будут как в Украине, так и на Аравийском полуострове. Ми реалізуємо, згідно контракту з нашими партнерами Саудівської Аравії, перший літак-демонстратор, який ми маємо в травні місяці продемонструвати в Саудівській Аравії. Після цього, паралельно з цим, ми проводимо роботи по підписанню контрактів на виготовлення серійних літаків на виробничих потужностях в Києві і в Саудівській Аравії.
Впереди полгода испытательных полетов и только потом серийное производство. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР. На этом пока все. Следующий выпуск новостей на украинском языке с Искендером Меметовым смотрите в 20:00. После «Заман» в программе «Бугун» Сергей Щербина и Ирина Ромалийская обсудят главные экономические темы страны с главредом издания «Бизнес-цензор» Сергеем Голованевым. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.